В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзанба обсудил итоги работы госпредприятий в 2017 году на рабочем совещании с руководителями подведомственных организаций. Как было отмечено на совещании, предыдущий год был сложным, поэтому показатели прибыли не столь существенны. Тем не менее, министр экономики подчеркнул, что есть и субъективные причины снижения темпов развития предприятий. Адгур Ардзанба пояснил, что республиканские унитарные предприятия могут работать только по двум направлениям. Одно из них стратегическое, где решаются общегосударственные вопросы, таковы задачи, например, Черноморэнерго. Работа же других предприятий должна быть направлена исключительно на получение прибыли. Министр экономики напомнил, что сегодня для получения государственной помощи нужно обоснование. Если ваши предприятия нужны для государства и есть необходимость в каких-то вливаниях, то мы их найдем и сделаем. Если нет и предприятие работает неэффективно, то давайте избавляться от излишней нагрузки на государство, отметил Адгур Ардзанба. По результатам встречи министр экономики дал поручение проработать планы развития по каждому госпредприятию и представить на рассмотрение в установленные сроки. В июле 2016 года в окрестностях Санчарского перевала были обнаружены останки 33 советских солдат, которые погибли в октябре 1942 года при попытке штурма перевала. В августе прошлого года останки бойцов были торжественно захоронены в селе Псхо. Сегодня в администрации Сухумского района состоялась встреча руководства района с организаторами и участниками военно-исторической поисковой экспедиции. Осенью 1942 года на Санчарском перевале шли кровопролитные бои. Немецкое командование планировало обойти главный Кавказский хребет с запада и востока и одновременно силами горно-стрелковых подразделений захватить перевалы, прорваться к Черному морю и в Закавказье. Но благодаря мужеству и самоотверженности советских солдат планы врага не осуществились. Сотни красноармейцев погибли, защищая перевал. Останки многих из них так и остались на поле боя, не преданные земле. В июле 2016 года останки бойцов случайно нашли охотники. Также были найдены 2 нагрудных медальона, по которым удалось выяснить, что останки принадлежат бойцам 66-го и 307-го стрелкового полка 61-й дивизии 46-й армии Закавказского фронта. В феврале 2017 года по поручению президента Рауля Хаджимба останки 33 найденных бойцов были торжественно преданы земле в высокогорном селе Псхо. Среди защитников Родины, погибших у подножия Санчарского перевала и судьба которых долгие 75 лет была неизвестна, оказалось 2 абхазских бойцов – Ажиба и Куция, 1907 и 1914 годов рождения. Сегодня в администрации Сухумского района принимали участников этой экспедиции, благодаря которым удалось выполнить важную миссию. Они были награждены благодарственными письмами и памятными монетами. После того, когда экспедиция состоялась, вот к нам в музей, например, продолжают приходить люди и спрашивают, может быть, вы поможете, мой дед, прадед даже, иногда молодые ребята приходят, погиб, вот мы знаем, в 41-м, 42-м, 43-м году, может быть, какие-то данные у вас есть. По мере возможности, конечно, стараемся направлять запросы в тот же самый Центральный архив Министерства обороны России. Не всегда откликаются, но для нас это честь, и не каждому, наверное, такое счастье выпадает людей упокоить. Работа по поиску останков и преданию их земле будет продолжена. Возможно, к ним присоединится и Российское географическое общество. Предполагаем, что находятся по-прежнему останки наших непохороненных павших бойцов, как на Санчарском перевале, так и на прилегающих территориях. Конечно, эту информацию надо проверить, и даже если мы хоть одну косточку найдем, это надо все предать земле торжественно, как полагается, с участием представителей общественности, солдат и, скажем так, осуществить погребение вот этих останков. Временные сроки ориентировочно конец июля, начало августа. Бойцы 46-й армии Закавказского фронта ценой жизни отстояли Санчарский перевал, не пропустив фашистов на Кавказ. И самое малое, что мы можем сделать в память об их подвиге, это с воинскими почестями предать земле всех, кто до сих пор не упокоен.
Кузнице абхазских художников Сухумскому художественному училищу исполнилось 50 лет. Этому знаменательному событию была посвящена выставка, открывшаяся сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. В экспозиции были представлены работы как выпускников, так и нынешних студентов училища. В мероприятии приняли участие советник президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зантария и министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. На Алакове немного об истории и сегодняшнем дне училища. Сухумское художественное училище носит имя Александра Чачба, первого абхазского профессионального художника, искусствоведа, критика, чье имя неразрывно связано с развитием театрального декоративного искусства Петербурга и Москвы. В 2014 году в центре Сухума ему был установлен памятник, автор которого скульптора Мирана Адлиба, который сегодня возглавляет училище. У Сухумского художественного училища большая и богатая история. В 1918 году Александр Чачба приезжает в Абхазию, чтобы открыть школу изобразительного искусства, где поднимались бы вопросы драматургии, этнографии, архитектуры, живописи и ваяния. Но художнику мешают меньшевики, и он вынужден уехать, рассказывает директор училища Мирана Адлиба. Первыми преподавателями училища были Данишевский, Гауш, Петров, Европина, Невский и другие. Лариса Джопова работает в училище с 1979 года. Она вспоминает тех, кто стоял у самых истоков создания школы. Училище как бы кузница людей, которые продвигают дальше художественные промыслы, народные художественные промыслы, так, чтобы это не было забыто. И тут замечательно работает педагогический коллектив. Конечно, вспомнить надо сперва тех, кто ушел, которые стояли у истоков их. И это был и Лакарба Виталий Константинович, которого все знают, и он был замечательный художник. Сергей Михайлович Габелия, тоже директором художественного училища работал. Ныне здравствующая Зоя Квашевна Джинджоли директором была. Вот сейчас, вы знаете, Адлиба Миран Сардионович. Вот, и я с замечательными художниками работала, такими как Валерий Габелия, Тария Лампар, Петр Александрович Кульчицкий. К сожалению, их сегодня нет, но они большой вклад внесли вот в работу. Сегодня одна из опытнейших художников, как Валентина Хурхумал, которая сегодня преподает. Сухумское художественное училище и сегодня сохраняет и приумножает традиции, начатые великими основоположниками. Живопись, скульптура, дизайн одежды, художественная керамика, обучение всем специальностям на бесплатной основе. На выставке, которая открылась в Центральном выставочном зале Сухума, были представлены дипломные и текущие работы студентов училища. Советник президента Владимир Зантария поздравил преподавательский состав и учащихся с юбилеем. Училище наше Сухумское – это прекрасное учебное заведение с большой историей. Здесь преподавали настоящие профессионалы с огромным творческим опытом. И не зря говорят, что в Абхазии сформировалась Сухумская школа. Имеется в виду абхазская школа, своя школа, со своими традициями, со своим ярким колоритом. Очень талантливые и очень самобытные художники, мастера кисти и резца, которые давно уже вышли за рамки национального искусства. Их произведения выставлялись во многих европейских государствах, в России. База, полученная в худучилище, позволяет его выпускникам успешно учиться и повышать квалификацию не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. В перспективе, если училище будет развиваться, реагируя на те запросы, которые сегодня в современном мире существуют. У них есть сегодня факультет дизайна, керамики, скульптуры, живописи. Я думаю, что, несомненно, у них будут всегда студенты. Мы наблюдаем динамику, что за последние 10 лет, вот если сравнивать студентов, стало ровно вдвое больше. То есть они имеют возможность здесь получать базу, а затем многие из них, кстати, студенты, которые хорошо себя проявили в плане учебного процесса, продолжили свое образование и в России, и за рубежом. Поэтому это большое счастье, что оно есть, что сохранило традиции. И сегодня вот мы с вами присутствуем на замечательной выставке студентов. Заур Кварща – один из первых выпускников художественного училища. Вспоминая годы учебы, художник называет то время золотым. И вот в 1968 году
решил я свою маленькую судьбу, поступил в это училище. И в протяжении 4 лет, там, где я проучился, взял небольшие азы этой профессии. Время было золотое, с большим энтузиазмом работали все студенты, мальчики, девочки, нас было около 14 человек. Сегодня в Сухумском художественном училище около 100 одаренных студентов учатся живописи, скульптуре, керамике и дизайну одежды. Можно с уверенностью сказать, что учебное заведение развивается и идет в ногу со временем. На Алакове Роберт Ломя, Беслан Джинджоlia, Абхазское телевидение. Программа столичной администрации по созданию безбарьерной среды в городских условиях начала реализовываться. В Сухумской городской клинической больнице установили пандусы. Репортаж Ринаты Шакая. Понятие «для людей» должно начинаться со входа в любое административное здание. Двери в больницу или поликлинику должны быть широкими, раздвижными, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств они могли пропустить специализированную каталку или коляску. Обязательно должны быть удобные пандусы, по которым люди с ограниченными возможностями могли бы передвигаться самостоятельно, без помощи третьего лица, либо с помощью специализированной техники. Однако далеко не во всех медицинских учреждениях нашей страны есть пандусы. И даже если есть, то не всегда правильные. 8 лет назад мы с новым ремонтом зашли в отделение. Тогда тоже мы говорили о том, что надо пандус обязательно и лифт. Но лифт был невозможно, и технически этот пандус невозможно было тогда сделать, потому что если такой стационарный, то закрывался вход на лестницу. То есть такая была серьезная проблема, как нам объяснили. И нам приходилось каждый раз вызывать родственников. Родственники, большинство из них в районах живут. Это должны мужчины приехать, чтобы помочь нам переложить больного, а потом спустить по лестнице. Это надо поднять каталки, спустить и там поднять, потом опустить, вот так повезти на УЗИ, на МРТ или перевод в другую больницу. Скорая, когда приезжает, то же самое. Это просто у нас мужчин нет санитаров. Это все делали медсестры. Это очень большая была проблема. В конце прошлого года Ассоциация инвалидсодействия и общественная коалиция за равные возможности в партнерстве с региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» из Москвы организовали 2-дневный семинар на тему «Доступная среда и универсальный дизайн». К участию в семинаре были приглашены представители государственных и бизнес-структур, общественных организаций, а также глава столичной администрации. Как отметил Отгур Харази, подобного рода тренинги помогают изучить общую городскую среду, удобно и доступно ли для всех людей с инвалидностью и без. Тогда глава Сухума заверил, что силами городской администрации будет разработана программа, по которой самые социально значимые объекты столицы будут оснащены пандусами. Программа возможности создания безбарьерной среды в городских условиях для людей с любыми особенностями уже реализуется. В городской клинической больнице установили 2 пандуса. Все, что мы строим новое в городе, будет кафе, рестораны или дороги или тротуары. Мы учитываем их рекомендации, они постоянно следят за этим, и с учетом их рекомендаций мы все это делаем, и я думаю, что есть определенные плоды. Конечно, надо больше внимания уделять тем постройкам, которые уже есть. В жилых домах советских времен там нет никаких удобств для таких инвалидов, их надо вновь создавать, это, конечно, упирается в большие денежные вливания. Но что делать? Мы обязаны постепенно приводить эти дома в соответствие с нормами, которые требуются для инвалидов. На сегодняшний день в неврологическом отделении городской клинической больницы проходят лечение 25 человек. Все они являются тяжело больными. Людям с ограниченными возможностями необходимы специальные приспособления, чтобы свободно перемещаться. Пандус для инвалидов – это один из основных способов иметь доступ в административные, лечебные, учебные учреждения, магазины и другие общественные здания. Столичная администрация по силе возможности будет и дальше решать вопросы по созданию безбарьерной среды в городских условиях для людей с ограниченными возможностями. Рината Шакая, Саиду Гухава, Абхазское телевидение. 21 февраля в московской штаб-квартире Русского географического общества состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве в области археологических и исследовательских экспедиций между фондом «Горная Абхазия» и Русским географическим обществом. О перспективах сотрудничества между двумя организациями в материале Сарии Смыр.
Соглашение подписали первый вице-президент Русского географического общества академик Николай Касимов и руководитель фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Дарба. В рамках соглашения на лето 2018 года запланированы международные археологические экспедиции к древним стоянкам человека в горах Абхазии. Экспедиции будут организованы при поддержке президента Республики Рауля Хаджимба, Министерства культуры и движения «Послы доброй воли Абхазии». Фондом «Горная Абхазия» уже намечен ряд экспедиций. И в первую очередь мы, конечно, надеемся получить от Русского географического общества экспертную поддержку, поддержку специалистов, волонтеров, которые позволят нам реализовать эти экспедиции. И мы надеемся, что это соглашение станет новым этапом в развитии самого фонда. У нас уже запланирована исследовательская археологическая экспедиция к горному массиву Химса, где мы нашли более 200 строений. Представители Русского географического общества отметили необходимость создания рабочей комиссии с участием экспертов в области археологических исследований, экспедиторов, ученых. Цель комиссии – создать план исследований. Работу планируется начать в ближайшее время. Стратегические цели и Русского географического общества, и Фонда «Горная Абхазия» совпадают. Они связаны с изучением природы, природного наследия, культурного наследия наших стран. И поэтому взаимодействовать в разных сферах, которые касаются деятельности наших организаций, мне представляется чрезвычайно важным. Во время подписания соглашения был показан видеоролик, в котором более подробно рассказывалось об основных направлениях деятельности фонда «Горная Абхазия», в частности, исследовательской работе, которая является для фонда основной. Также «Горная Абхазия» совместно с Министерством культуры республики организовывает экспедиции к древним стоянкам человека, осуществляет горные экспедиции к местам боев во время Великой Отечественной войны, занимается популяризацией летнего и зимнего туризма, а также экстремальных видов спорта. Фонд выпускает большое количество медиапродукции, документальных фильмов, фоторепортажей и телевизионных передач. После церемонии подписания соглашения присутствующие выразили надежду на долгую и плодотворную совместную работу. В свою очередь Тенгиз Дарба отметил, что фонд рассчитывает найти в лице Русского географического общества нового партнера, который окажет экспертную поддержку при реализации намеченных планов. Зария Смыр, Абхазское телевидение. Российский борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратный чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Денис Царгуш назначен на должность главного тренера по вольной борьбе Московской области. Государственный комитет республики по физической культуре и спорту поздравил нашего выдающегося спортсмена и выразил убежденность, что мужество, победный характер, знания и опыт Дениса Царгуш всегда будут верными помощниками в его новой и ответственной деятельности. И о погоде. Центра завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.